Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вопросы жителей нижних деревень обсудили в рамках выездной встречи руководства района и города. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Безопасная дорога детства. В рамках недели дорожной безопасности в городских детских садах прошли тематические игры. Сохраняя традиции. Уже в 10-й раз свои двери распахнул муниципальный семейный фестиваль «Родовой знак». Кубок Тимана. Клуб единоборств «Гладиатор» в эти дни принимает республиканский турнир по боксу. На этой неделе в деревнях Винла и Порожск Сосногорского района высадился социальный десант. В его составе представители управления ЖКХ, управлений образования и культуры, юристы, медики, а также депутаты и руководство муниципалитета. Какова была цель поездки столь внушительной делегации, узнала Елена Дворжик. Деревни Винла и Порожск в Сосногорском районе называют нижними в связи с их расположением по берегу реки Ижма вниз по течению. Добраться туда можно либо по воде летом, либо по зимнику. Для кого-то это, возможно, экзотика, а для кого-то рабочие будни. Цель поездки социального десанта – встреча с жителями этих труднодоступных населенных пунктов и решение их насущных проблем. Острых вопросов немного, говорят местные, но они все-таки есть. Так, например, в Винле одна из нерешенных задач – ремонт водопровода. Как рассказал глава района Сергей Дегтяренко, в прошлом году управление ЖКХ трижды объявляло аукционы на выполнение этих работ. Но все они были признаны несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки. Когда мы начали разбираться в этом вопросе, сам лично разбирался, стало ясно, что стоимость сметы действительно на выполнение этих работ необходимо пересмотреть. Цена действительно была невелика и, естественно, не устраивала ни одного возможного потенциального подрядчика, кто бы мог бы это сделать. Сегодня мы эти сметы скорректируем. Так, с нами представитель УКСа. Вот представитель УКСа с нами приехал. Сегодня мы еще раз посмотрим виды, объемы работ, скорректируем и, соответственно, внесем изменения в цену контракта. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день ремонт существующего водопровода – единственный вариант решения данной проблемы. Так как строительство новых колодцев из-за глубинного расположения питьевой воды вопрос не решит, а бурение дополнительной скважины – это многомиллионные затраты. Еще один вопрос, который волнует жителей обеих деревень – дорога к населенным пунктам. Жителям пояснили, что содержание зимника проводится на средства республики. И на сегодняшний день подрядчик уже определен. Свою работу он начнет с 1 марта. Запланирована периодичность не реже 1 раза в неделю. В январе и феврале, чтобы обеспечить устойчивую транспортную связь с деревнями, муниципалитет заключал 2 прямых договора на собственные средства. Местными жителями был задан вопрос и по качеству связи. В прошлые годы по поручению главы республики в Винле и Порожске установили спутниковое оборудование. Однако качество интернет-связи, по мнению жителей, оставляет желать лучшего. Сергей Дегтяренко пояснил, что специалисты управления ЖКХ направили запрос в отдел техподдержки компании, установившей оборудование. И получили ответ, что в первом полугодии текущего года будут проведены работы по замене существующих ФЕМ-СОТ на более мощные, что позволит улучшить качество связи и увеличить количество обслуживаемых абонентов. Новая тема для жителей нижних деревень – вывоз мусора. Глава констатировал тот факт, что с начала действия мусорной реформы из отдаленных населенных пунктов мусор фактически не вывозился. Счета за ноябрь, декабрь и январь аннулированы. На сегодняшний день региональный оператор предложил местному населению график бесконтейнерного вывоза ТКО 2 раза в месяц, а жителям выданы мешки для накопления мусора. Работу регоператора указывает фонда мы будем контролировать, естественно, это в наших интересах. Поэтому я говорю еще раз, что любые звонки, любые сигналы от вас мы будем тут же выносить на уровень отношений с региональным оператором указывает фонд. За время проведения социального десанта жители Винлы и Порожска смогли не только получить ответы на самые злободневные вопросы, но и воспользоваться различными услугами, например, юридическими консультациями. Целый день вела прием и бригада медиков. В местных ФАПах можно было сдать кровь на анализ, проконсультироваться у специалистов, а после медосмотра получить назначение на лечение. Не остались жители и без культурной программы. Сосногорский центр коми-культуры подготовил и показал концертную программу с участием ансамбля коми-песни «Зель-зёль», во время которой звучали песни и на коми, и на русском языках.
Музыкальными подарками чествовали и юбиляров, которые отмечают в этом году круглые даты. Местные жители тепло приветствовали артистов аплодисментами. Из Сосногорского района Елена Двожик и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Еще один десант, только уже республиканский, работал на территории нашего муниципалитета вчера. В его рамках представители министерств и ведомств Коми оценили ситуацию с реализацией мусорной реформы, а также провели встречу с населением. Подобные встречи по распоряжению главы Коми Сергея Гапликова проходят в каждом муниципалитете республики. Цель – наладить взаимодействие с региональным оператором Ухта-Жилфонд, чтобы новая система обращения с ТКО работала без сбоев. Визит делегации начался с объезда контейнерных площадок на предмет качества их обслуживания. Видим, что есть необходимость обновления контейнерного парка, но, может быть, она даже в меньшей степени, чем в других муниципальных образованиях. Что порадовало? Порадовало то, что дороги непосредственно чистятся до контейнерных площадок, и то, что есть контейнеры для отдельного сбора мусора. Обсуждение главного вопроса проблемы по внедрению новой системы в сфере обращения с ТКО прошло в Большом зале администрации района. На встречу с представителями республиканского десанта прибыли председатели ТСЖ, представители советов домов и управляющих компаний, главы поселений, депутаты и активные граждане. В своих выступлениях гости подробно остановились на основных вопросах по внедрению новой системы, о возможностях получения качественных услуг, которые предусмотрены в системе обращения с ТКО в Республике Коми. На конкретных примерах рассказали о проведенных организационных мероприятиях и работе на местах. Несмотря на то, что работа была проведена большая, вопросов еще остается очень много. Один из них озвучил глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Это те дома, в которых два вида отопления, смешанное отопление, и печное, и централизованное. Квитанции поступают за оплату по тарифу как за централизованное отопление, но мы все-таки надеемся, что этот вопрос, это наше обращение будет услышано. Знаю, что эта проблема существует и в других муниципалитетах нашей республики. Замминистра Анна Тюрнина ответила, что новая система еще вполне может быть доработана. На момент старта реализации реформы всего два уровня благоустройства были заявлены от муниципалитетов. Это дома с центральным отоплением и дома с печным отоплением. И замеры по таким домам и были осуществлены. Мы, в принципе, понимаем, что уровни благоустройства, они намного шире, нежели чем те два, которые у нас на сегодняшний день предусмотрены. Поэтому на сегодняшний день направили в письмо в муниципальное образование о проведении соответствующих замеров. Значит, после того, как замеры будут представлены на наш адрес, мы эту информацию все обобщим. И в случае, если будет установлена репрезентативность выборки, мы установим отдельные нормативы под каждый уровень благоустройства, который будет выявлен в муниципалитете. Нет четкого понимания пока и по раздельному сбору и утилизации мусора. Как рассказала Тюрнина, эта работа в регионе еще только выстраивается. На сегодняшний день по-разному организована работа в муниципальных образованиях. Где-то есть договора по раздельному сбору, значит, с организациями, которые занимаются непосредственно уже дальнейшей транспортированием мусора на переработку. Поэтому во всех муниципалитетах по-разному решается вопрос. По-разному. Все-таки больше на откуп муниципалитетам? И муниципалитеты где-то более активно занимаются этим вопросом, привлекают муниципальные предприятия, где-то этим занимается региональный оператор. Пока еще у нас только система выстраивается. В целом встреча прошла в формате конструктивного диалога. Задать вопрос мог любой желающий, чем сосногорцы активно воспользовались. Ответы на поступившие вопросы давали все прибывшие на встречу представители республиканского десанта. Непонятных вопросов пока много, но участники встречи согласились в одном – нельзя в муниципалитете допустить антисанитарии. И если с организацией вывоза и утилизацией мусора не разобраться сейчас, то в дальнейшем проблемы будут накапливаться как снежный ком. А там недалеко и до нарушения законодательства. Также было отмечено, что то, каким наш район будет завтра, зависит от усилий каждого его жителя. И порой для этого нужно совсем немного. Более ответственно относиться к своему двору, к улицам и к местам отдыха. Теперь к другим темам. В очередной раз в детских садах Сосногорска свою работу провели участники проекта «Безопасная дорога детства». Дошколятам рассказали о том, где правильно переходить дорогу и как в целом вести себя на проезжей части. Подробнее в нашем материале.
В последний день февраля в детский сад номер 10 пришли в гости ребята из 2 и 11 детских садов. Детей ожидало путешествие в страну-светофорию. Это одно из мероприятий проекта «Безопасная дорога детства». Он реализуется с 2017 года на базе 3 ресурсных центров. Детский сад номер 10 – один из них. Охват у нас детей составляет 13 детских садов. В этой неделе примет участие более 180 детей. Дети в игровой форме закрепляют правила дорожного движения и безопасные навыки поведения на дороге. Во главе каждой команды воспитатель, который уверен в знаниях своих подопечных. Ведь занятия по правилам безопасности с дошкольниками проводятся, как только дети начинают активно интересоваться окружающим миром и воспринимать информацию. Мы знакомимся с видами транспорта потихонечку, потом начинаем со светофора, потом уже переходим на дорожные знаки. Обязательно правила перехода через дорогу, изучаем виды пешеходных переходов. Это в наших городах, конечно, это только наземные, в других городах это бывает и надземные, в больших городах и подземные. Они должны это все знать. В общем, в школе они должны уже сами переходить дорогу, потому что уже они самостоятельно будут ходить в школу без родителей. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – очень важный аспект в обеспечении безопасности дорожного движения, поскольку привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь. Поэтому важно уже в дошкольном возрасте дать ребенку необходимую и понятную информацию о безопасном поведении вблизи проезжей части. И благодаря вот таким проектам малыши уже с юных лет в курсе всего, что происходит на дорогах. Можно на зебре переходить, на светофоре там. А на какой цвет мы переходим дорогу на светофоре? На зеленом. Ребята внимательно слушают, а потом с энтузиазмом включаются в игру, участвуют в эстафете, хором отвечают на вопросы. Таким образом, материал усваивается легче, да и самим участникам такой формат гораздо интересней. Стоит также отметить, что подобные мероприятия проводятся не реже, чем раз в квартал. Павел Дурников, Наталья Максимова и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Уже в 10-й раз свои двери распахнул муниципальный семейный фестиваль «Родовой знак». 28 февраля в кадетской школе Сосногорска в борьбе за победу встретились 6 семей нашего района. О том, как прошел юбилейный фестиваль, направленный на сохранение традиций народа Коми, в нашем материале. На столах предметы национальной утвари, узорные полотенца и скатерти, а на самих участниках национальная одежда народа Коми. Мужчины в длинных рубахах, женщины, в свою очередь, в расписных сарафанах. Все потому, что это не просто фестиваль, это семейные традиции, которые исходят издревле. Это своеобразная дань предкам, которую чтят жители нашего города. Сегодня мы проводим ежегодный традиционный фестиваль семейный Red Wash Pass. В этом году мы празднуем юбилейную дату 10 лет. Фестиваль проводится в целях ознакомления с традициями, с бытом коми-семьи, с коми-блюдами, играми, песнями. И надеемся вот таким образом сохранить связь поколений. В начале от каждой семьи презентация в формате визитной карточки. Здесь они рассказали о своих традициях, значении фамилий и имен членов семьи. И все это обязательно на коми-языке. Одним словом, команды провели большую работу, которая лишний раз сплотила их еще больше. Мират Крыльчеловым станет Мия Поттер, Каня Поттер, Олам Сосногорской. А вот семья Хозяиновых подготовилась серьезно и окунулась в самые первые истоки своего рода. В руках у главы семейства целое родовое древо, где наглядно видно все с самого начала. По словам Валерия Ивановича, участие в фестивале они принимают уже 2-й раз. Можно сказать, что это стало для них маленькой традицией. Такой фестиваль, по-моему, нужен, потому что это как бы не то, что популяризация коми-языка, но чтобы хотя бы люди знали, потому что, ну что там у нас в школе-то учат-то? Здравствуй, до свидания, типа, дай. Вот. А так тут хоть люди разговаривают между собой. Школьники же видят тоже, отношения будут получше.
второй этап представления национального блюда. Здесь команды продемонстрировали членам жюри свои самые любимые домашние заготовки. Лепешки, шаньги, рыбники и даже самодельный домашний квас. Изобилие блюд в этот день было огромное. А уже на третьем этапе участников ждал творческий номер. Национальные обряды, театрализованные сценки и различные игры. Так, например, семья Уляшевых представила жюри песню на родном языке. Выступления участников фестиваля «Родовой знак» были яркими, творческими и по-настоящему теплыми и душевными. Невооруженным глазом была видна отличная подготовка и заинтересованность всех семей. В этот день в стороне никто не остался. По окончанию мероприятия участников наградили в разных номинациях. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Теперь о спорте. Сегодня в клубе единоборств «Гладиатор» стартовал республиканский турнир по боксу «Кубок Тимана». В течение 3 дней сильнейшие спортсмены региона будут бороться за призовые места. На первом дне турнира побывала наша съемочная группа. В этом году на Кубок Тимана своих воспитанников отправили 6 спортивных клубов нашей республики. Это Сыктывкар, Ухта, Воркута, Печора, Выльгард и Сосногорск. Среди участников юноши 11-16 лет. И каждый в течение предстоящих турнирных дней будет бороться за первое место. Для самих боксеров этот турнир – еще одна ступень на пути к спортивным успехам. Ведь соревнования такого уровня – это настоящий полигон для оценки своих сил и возможностей. Уже 3 раза выступал на первенстве республики. 1 раз там выиграл и даже участвовал на первенстве Северо-Запада. В свою очередь, тренеры уверены, что хорошая подготовка к турниру – залог будущих побед. Готовность хорошая, рассчитываем на что Сосногорск займет все призовые места. Всего же в первый день соревнований было проведено около 30 боев. В 16 из них приняли участие сосногорские боксеры. Бои продолжатся еще 2 дня, а церемония награждения победителей турнира состоится в воскресенье. Павел Дорников, Влада Гришаева и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. Погодные условия в ближайшее время останутся спокойными и еще зимними. Несмотря на то, что наступила календарная весна, температура воздуха особо повышаться не будет. Ночью все еще холодно в районе минус 20, днем минус 10-12. Как отмечают синоптики, такой температурный фон для большей части территории ниже нормы в среднем на 5 градусов. Пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А сейчас совместный медиапроект правительства Коми и Республиканского центра информационных технологий «Дословно». В очередном выпуске речь пойдет о достижениях в сельском хозяйстве. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных. Мы увеличили в 2 раза сбор урожая картофеля. Это очень важно. Сегодня на 70% мы сами себя обеспечиваем. Надои молока. Мы, конечно, много сделали для этого и продолжаем это делать. Но самое важное – увеличилось качество. И оно сегодня действительно очень высокое. Это позволило нам сохранить соответствующие субсидии на 1 литр молока, чем мы поддержали сельчан. И, конечно, уберегли многие предприятия просто от разорения. Производство молока, оно не может быть без современных коровников, без соответствующих комплексов. Выделю Каркировский район и предприятие «Северная Нева». В этом году они начали реализовывать большой животноводческий проект, строительство комплекса на 540 голов. Конечно, это обновление техники. 130 единиц, это трактора, это соответствующие механизмы и так далее. Все, что сегодня требуется на селе. Это, конечно, субсидирование. В следующем году приняли решение о том, что это будет принципиальная техника, которая будет работать в качестве мелиорации.